Так, добрый день. Так, коллеги, ритуальный вопрос сразу по поводу звука. Сейчас я тут немножко со светом попробую посмотреть. Что так вот. Хорошо. Да, пожалуйста, если меня слышно, нормально видно, то поставьте плюсики, что у нас все работает, что у нас все... Ага, хорошо. Ну вот я вижу плюсы. Значит, если вдруг у вас будет какое-то наблюдаться пропадание звука, то вы пишите или изображение. Потому что если это будет массово, ну, мы будем какие-то меры принимать. Сейчас еще по поводу света. На эту тему. Так, почему-то. Ну что ж, коллеги, давайте начнем наш семинар. У нас большая программа, и мы работаем в таком режиме. Мы работаем 2 часа. 2 часа. У нас очень много задач, очень много вопросов, которые мы можем обсудить. И, конечно же, как правило, на таких семинарах, которые посвящены санскриту, будет какая-то рецитация в конце, может, наверное, от Наваграха. Как всегда, я стараюсь на таких мероприятиях проводить какую-то публичную рецитацию поэтических фрагментов и с разбором каким-то маленьким и так далее. Но это будет в конце, поэтому те, кто хочет послушать санскрит, надо вам дождаться. Надо вам дождаться. А в середине семинара будет также объявлен небольшой бонус. Я немножко расскажу о планах, которые связаны с йотиш и санскритом. Ну и много других вопросов мы обсудим, конечно же. Ну что ж. Я очень рад вас видеть всех на этом мероприятии, и оно долго готовилось, длительная подготовка была для того, чтобы оно состоялось. И я очень рад, что оно действительно сейчас запускается. Итак, давайте я вам буквально 5 минут расскажу о себе, потому что кто-то, может быть, не был у меня. Я знаю, здесь есть люди, которые у меня учились, а кто-то в первый раз пришел. Меня зовут Евгений Малиновский. Я занимаюсь санскритом уже больше 12 лет. Начинал изучать санскрит я у Игоря Анатольевича Святополка-Четвертынского. Это известный российский санскритолог. И у него я изучал не только санскрит, но и арабский, шумерский языки. Также я учился в Индии у Гуру Дживаги Шастри. Это очень известный человек, очень известный санскритолог. Он уже в большом возрасте. Кроме того, он реализованный тантрический мастер. На самом деле автор очень большого количества книг, монографий, в том числе на санскрите. Он свободно владеет языком и пишет книги на санскрите. И я занимаюсь преподаванием санскрита и смежных предметов, назовем это так, в школе Тибет-класс. Недавно у нас прошел очень неплохо, я считаю, очень неплохо прошел курс по мантрам в тибетском буддизме, по мантрам на санскрите. Очень продуктивный был курс. Если кто-то хочет ознакомиться, то есть это в записи, все и так далее. И есть, конечно, большие планы. Давайте я расскажу, сразу отвечу на вопрос, как я связан с джйотиш. Наверное, потому что он возникнет, и у нас тема связана с джйотиш непосредственно. Я не занимаюсь консультированием в области джйотиш, но я занимаюсь 2 вещами, напрямую связанными с этой практикой. Во-первых, я занимаюсь коррекционной работой, скажем так, в рамках этой парадигмы, да, хотя немножко более расширенно. Я занимаюсь коррекцией планетарных влияний, скажем так, коучинговыми программами, которые на этом основаны, с адаптацией этих методов. И использование джйотиш вот в такой практике. То есть на самом деле джйотиш для меня немножко не система даже расчетов, не система каких-то аналитики какой-то, но больше такая прямая реальность, с которой мне приходится работать. Может быть, об этом тоже немножко поговорим, если будет время. И второй аспект моей деятельности связан с джйотиш. Я занимаюсь образовательными программами для астрологов, в том числе
в таком аспекте, как развитие сенсорики, интуиции, такого прямого понимания этих реальностей, которые в рамках Geotish существуют. К сожалению, это все онлайн-формы, поэтому так довольно интересно, конечно, но, может быть, об этом здесь мы тоже поговорим. Так, коллеги, и я хотел вам задать такой вопрос. Сейчас это мы оставим. В каком отношении вы находитесь к Geotish? То есть, давайте так. Если вы преподаете, вы пишете буквочку П, если вы консультируете, вы пишете буквочку К, а если вы просто изучаете Geotish, то вы просто пишете плюс. Просто пишите плюс. Давайте так сделаем, да. Ну, чтобы было понятно, насколько у нас... Так, вижу плюсы. Ну, это очень хорошо, потому что, по крайней мере, кто-то консультирует. Очень замечательно. Потому что на самом деле, конечно же, очень важно, чтобы, мне не надо вас было агитировать, как-то рассказывать, что такое Geotish, чтобы мы пропустили эту часть. Ну что ж, коллеги, давайте я начну с того, что буду вас развлекать. Развлекать я буду вас следующим образом. У меня есть такой слайдик, я вам расскажу пример из реальной жизни. Надеюсь, он вас развеселит. Я не знаю, как у вас в тех местах, где вы живете, но у нас в Москве, вот, откуда я веду трансляцию, резко испортилась погода. Вчера был такой просто удивительный день, можно сказать, весенний. А сегодня идет такой снег с дождем, очень серая такая неприятная погода, и даже мне долбит, может быть, даже слышите, как мне долбит в окно. Это все. Итак, вопрос из зала, да, зачитываю. Вот, коллеги, у меня есть такой блог в Инстаграм, может быть, кто-то подписан на меня, он называется sanskrit.astroyoga, и мне там человек прислал такой ответ, прислал такой вопрос. Звучит он следующим образом. А что такое санскрит и какое он имеет отношение к ведической астрологии? Ну, сам по себе вопрос, вы понимаете, он на самом деле ничего в нем такого ни удивительного, ни забавного, ни какого-то подтекста нету на самом деле, это понятно. Вот, но забавно другое, что человек, который мне прислал это, он ведет блог по Geotish. И вот это я считаю очень странно. Вот это я считаю очень странно. То есть, например, от какого-то человека с улицы, который никогда не слышал про Индию, даже, может быть, не в курсе, где там Индия находится, логично было бы вопрос такой воспринять, да? Это нормально. Но от человека, который занимается Geotish, это довольно странно. Это довольно странно. Тем не менее, это, что называется, медицинский факт. Я думаю, что вас эта история немножко развеселит в каком-то плане, а может растормошит, а может заставить подумать. Может заставить подумать. Но для меня мораль этого вопроса и вот такой истории, она заключается в том, что у нас там реплика в чате, я сейчас прочитаю ее. Ну, сегодня много джиотишей в кавычках, которым таковыми не являются, и в лучшем случае прочитали несколько книг или прошли курсы с получением сертификата. Ну, в принципе-то я с вами согласен, но тут, понимаете, такой подход, он, конечно, хорош, но не очень эффективен, потому что вы сразу начинаете делить как бы людей, которые по каким-то критериям, непонятно, да, каким. Дело в том, что уже по блогу этого человека ничего не скажешь, да, вот он, допустим, занимается астрологией, там, он занимается Geotish и даже консультирует можно. То есть как отделить каких-то, по каким критериям как бы это сделать, я лично не могу, да, поэтому на самом деле у меня очень простая позиция, я каждому человеку, который говорит, что он занимается традиционной культурой и, допустим, занимается Geotish там, или Аюрведой или еще чем-то, я отношусь серьезно. Я думаю, что это человек глубоко постигающий эти науки. Вот по умолчанию такое у меня отношение. Я считаю его правильным. Ну, а на самом деле, зачем я это вам все рассказал, зачем я рассказал эту вам историю? Понятно, что есть определенные проблемы в этом направлении, но мне кажется, что среди прочего, по крайней мере, вот такие мысли у меня возникают. Вот это свидетельствует о том, что
в русскоязычном пространстве сложно сказать, конечно, как в других там континентах и странах и каких-то вот языковых таких субконтинентах сети это происходит. Но что касается русскоязычного пространства, то у нас фактически отсутствует такое фундаментальное образование в области джиотиш. Именно фундаментальное не в смысле, скажем так, владения навыками техническими, какими-то способами работы с картой и так далее. А вот именно фундаментальное, которое, конечно же, в том числе включает в себя изучение текстов на санскрите. И вот об этом мы поговорим сегодня. И в определенном смысле моя деятельность, она как-то направлена сверх задачи, сверх идеи этих мероприятий, которые я пытаюсь здесь проводить, направлена на то, чтобы создать какое-то вот на этом поле, на поле фундаментального образования, какое-то содержание, какой-то контент. Поэтому, конечно же, это печально. Но, тем не менее, вот такая история. Я думаю, что я вас развеселил, а может быть, не развеселил. Так что, если развеселил, плюсики поставьте. Так. Ну что ж, давайте мы начнем, что называется, с корабля на бал. Да? У нас в программе было объявлено такое мероприятие, а именно изучение шлоки на санскрите из бригад Параша Ахура Шастры. И вот этим мы сейчас и займемся. Мы займемся этим сначала, потому, чтобы у вас появился какой-то опыт, понимание, что такое текст на санскрите. Какой-то минимальный, конечно же, а какой-то буквально такой локальный опыт. А может, мы его продолжим потом. И после того, как мы это разберем, я уже расскажу о тех проблемах, которые связаны с переводами текстов, какими-то аспектами их понимания и так далее. Вообще, что это такое. То есть, это мы будем делать, когда мы приобретем определенный опыт столкновения с текстами. Коллеги, вот сейчас у нас на слайде перед вами такой чудесный текст. Это шлоки 7 и 8 из первой главы бригад Параша Ахура Шастры. Для тех, кто не знает, может быть, да, может, есть такие люди, или недостаточно знакомы. Бригад Параша Ахура Шастры – это один из фундаментальных трактатов по джиотиш. По джиотиш это очень объемный текст. Там, скажем так, по разным расчетам до 100 глав. Конечно, некоторые главы большие, некоторые главы поменьше. Есть там разные редакции. Есть редакция, которая примерно в 70 глав. Максимальное издание текста – это 100 глав. То есть это большая довольно книжка. Там порядка 4000 шлок всего. Если брать по максимуму, что возможно найти. И первая глава, она, конечно, такая вводная в этой книге. Вводная. Там содержится некий текст, который рассказывает о сотворении мира, мировых процессах, и так далее. Он такой не очень, на самом деле, понятный, по большому счету. Но, в числе прочего, там есть такая шлока, которая, собственно, для нас очень интересна по многим причинам. А интересна она потому, что здесь рассказывается о том, кого нужно учить астрологии, а кого астрологии учить не нужно. И, собственно говоря, вот это сейчас мы и разберем. Ну что ж, если я думаю, что... Так, сейчас я посмотрю даже. У нас есть люди, которые на Деванагаре, наверное, уже прочитали это все. Да, такие должны быть. Коллеги, кто прочитал на Деванагаре? Плюсик поставьте. Кто уже, так сказать, быстренько начитал? Половину пишут, да. Я очень рад. Значит, я не зря вас учил, по крайней мере. Давайте мы прочитаем вместе. Шантая, Гурбхактая, Сарвада Сатьявадине, Астикая, Прадатавьям Татах, Шрею, Гьявапсити, Надеям, Паришишьяя, Настикая,
Шакхаява датте пратидинам духхам джаяте натра самшеха. Вот так это звучит на санскрите. Ну, я так в стиле такой все-таки рецитации прозы прочитал бы, чтобы было с разделениями понятно. Ну, давайте мы сейчас перейдем. Может быть, кому-то показалось страшно, да, я смотрю, половину прочитали тоже. Отлично, просто отлично. Ну, кому-то, если показался совсем страшным этот опыт, да, то сейчас я вам поменял слайд, и вы видите вот здесь шлоки в транслитерации в латинской. Это уже, конечно же, гораздо лучше. Так. Гораздо лучше и гораздо более читаемо, потому что если вы Деванагари не знаете, не изучали, то ну, некоторые проблемы есть. Ну, а здесь вот этот же текст, который доступен в транслитерации. И, конечно же, если вы изучаете санскрит, ну, не обязательно изучать Деванагари, особенно на первом этапе. Можно как-то выкрутиться с транслитерацией. Транслитерация вполне читаема. На курсах, которые мы проводим в школе Тибет-класс, мы как раз вот на мантрах разбирали все эти вопросы и научились читать. Ну, давайте разберемся, что это значит. Во-первых, что мне хотелось бы тут обратить внимание, на что хотелось бы обратить внимание. Этот текст поэтический, он написан в определенном размере, да, в определенном размере. И вы, наверное, это немножко почувствовали. Поэзия в санскрите устроена таким образом. У нас есть, что такое стихи с точки зрения санскрита? Это вот снег так долбит, если вы услышали. У нас есть определенное количество слогов в паде, в минимальной единице стиха. Шлока состоит из 4 пад, и, соответственно, в каждой паде есть некое чередование долгих и кратких слогов, или, как это называется на санскрите, тяжелых и легких. И, соответственно, вот таким образом формируется метрический рисунок определенный. Таких метрических рисунков довольно много. Ну, самый известный – это Ануштубха, да, это вот тот размер, которым написана Бхагавад-гита. Ну, большая часть, большая часть. Что тут у нас написано? На самом деле здесь, давайте мы разделим эти шлоки, они парные, понятно, они парные, и они, конечно же, надо их читать вместе. Что тут говорится? Первое, ну вот кусочки, которые выделены здесь, видите, это как бы хвостики шлок. Прадата вьям, татах, шреяга, ги, авапсети. Здесь сделан разбор, как бы снятие санхи, такое явление есть в санскрите, когда у нас, допустим, если сталкиваются две гласные, то они превращаются во что-то другое. И текст на санскрите достаточно тяжело читать именно по этой причине, потому что у нас есть столкновение гласных, столкновение согласных на, скажем, на уровне, когда у вас сталкиваются слова, на уровне конца слова одного и начала другого слова. Ну вот здесь я просто разобрал это все. Итак, что это значит? Прадатавьям – это следует давать, то, что следует давать. Ну, буквально это причастие будущего времени. Такой формы нет в русском языке. Ну, переводит ее как следует давать. То, что должно быть дадено. Да? То есть следует давать, ибо тогда шреяга наилучшее. Шрея – это слово шри, наверное, вам известно. Шри – это вот благо, счастье, богатство, очень много таких коннотаций. А вот шрея – это наилучшее. Авапсети. Авапсети достигнется, достигается. Это будущее время. То есть, если вы даете, а вот кому даете, ну, что дается, понятно, это учение Джьотиш. Учение по поводу, собственно, чего написан этот текст. И здесь у нас есть первая часть. Шантая, Гурбхактая и так далее. Это кому надо давать? Кому? Все эти существительные стоят в дательном падеже. Кому надо давать? Кому надо давать? Но кому надо давать, мы сейчас разберемся.
А последняя, вторая шлока, она устроена таким образом. Надея. Надея. Это не надо давать. Надея. Ну, как бы это оппозиция. Надея. И очень важный элемент. Написано датте. А датте – это форма локатива от причастия. Но я не буду в грамматику сейчас углубляться. Синтаксически это используется в случае, если дать. Вот если дали, то что будет, да? Если вы дали что, ну, как бы учение, то что будет происходить? А происходить будет следующее. Пратидинам духха. Пратидинам духха, то есть ежедневное горе, ежедневное страдание. Вот это слово духха, которое вам, наверное, известно, потому что, собственно, слово духха употребляется, например, в формулировках 4 благородных истин буддизма. И это, конечно, не совсем страдание, потому что тут субъективный аспект как бы отсутствует. Но вот именно имеется в виду вот следующее. Горе, мучение, страдания, какие-то проблемы. Вот можно было бы привести это словом проблемы, в принципе. Русское употребление слова проблемы, оно примерно соответствует содержанию понятия духа. Что у тебя проблемы, дружок. Это значит, что вообще-то может быть все что угодно, да? Это может быть и какие-то субъективные факторы, но и совершенно объективные. Как раз духха, она говорит об об объективных характеристиках вот этих вещей. Джаяте возникает, порождается. И следующее, завершается эта шлока на атра саншаяга. В этом нет сомнения, здесь нет сомнения. Нет здесь сомнения. Вот такая как бы конструкция, которая делает окантовку вот этого. А теперь давайте посмотрим, кого же нужно учить. И здесь есть три такие позиции. Шанта, Гурубхакта. Ну, я их перевел уже в именительный падеж, то есть в основы. Это основы слов. Два слова Шанта, Гурубхакта и Парашишья. Это оппозиция, того, кого не нужно учить. Парашишья – это того, кого не нужно учить. Дальше Сарвада Сатьявадин и Шатха. Шатха. И последняя позиция, очень интересная, астика, настика. Вот давайте мы разберем. Ну, коллеги, кто такой Шанта? Кто скажет? Это просто. Это даже люди, которые никогда не учили санскрит, наверное, вы догадаетесь. Кто такой Шанта? Какие есть версии? Давайте. И уж Гуру Бхакта кто такой, это тоже вам должно быть известно. Поэтому тоже версии можете писать. Я вам светлый пишут. Но, ну, как бы, понимаете, светлый, в принципе, конечно, может быть спокойный. Вот спокойно это ближе. Спокойно это ближе. Вспомните то слово, которое похоже на слово «щанта» по звучанию. Умиротворенный. Да, умиротворенный. Щанти. Щанти. Есть такое чудесное слово, которое очень любят у нас сейчас вот все, да, все. Счастье. Счастье. Но счастье может быть тут, но нет. Вот щанти все-таки это такой покой, мир, умиротворение, мир как, допустим, позиция в войне, мир как успокоение, потому что это слово образовано от корня щам, успокаиваться, успокаиваться, щамяти, успокаиваться. То есть это вот такой спокойный. Ну, а Гуру Бхакта я даже не знаю, ну, наверное, вы все понимаете, кто это. Потому что Гуру Бхакта само слово состоит из двух основ. Гуру, а гуру это на санскрите учитель, духовный наставник. А Бхакта это, конечно, тот, кто имеет преданность, тот, кто имеет любовь. Ну, слово Бхакти тоже вам известно, я думаю, потому что оно, ну, уж настолько распространено сейчас. То есть Гуру Бхакта – это имеющий как бы преданность, любовь к учителю. Но вот Парашишья кто такой? Вы, конечно же, не догадаетесь это на 100%. Потому что
вот я вам зачем это все рассказываю? Потому что понять, что тексты на санскрите на самом деле очень неоднозначные и очень такие иногда двусмысленные. Парашишья образовано слово шишья. Шишья это ученик. Это как бы понятно. Это такое всем известное слово, которое в любом учебнике в начальном санскрита вы найдете. Парашишья. То есть шишья. Но кто такой парашишья? И если мы прошерстим все словари, то вот парашишью мы не найдем. На самом деле помогает комментарий и перевод. И некоторые корреляты, которые есть ну, с этой приставкой в других словах. Ну, вообще-то пара – это может быть далекий, удаленный или другой, иной. И вот, например, есть такое слово парабхаша. Парабхаша. Парабхаша – это иностранный язык. Ну, бхаша – это язык, а пара – это иной, другой, какой-то удаленный, отделенный. Поэтому парабхаша – это иностранный язык. И вообще-то говоря, вот слово парашишья можно было бы перевести, как если бы это было в каком-нибудь современном тексте, как иностранный студент. Вот такое значение тоже допустимо. Но кроме того, что парашишья возможно перевести как иностранный студент, это допустимо совершенно по логике санскрита. Можно перевести это как студент, как бы ученик другого, потому что пара имеет значение другой, иной. И вот, например, в переводе на хинди, который достаточно хороший, такой, ну, точный перевод, ну, относительно точный перевод все-таки, написана следующая штука, что парашишья – это ученик другого гуру, либо ученик другой линии. Ну, там написано слово сампрадая. Сампрадая, ну, такая линия передачи. То есть имеется в виду, в общем-то, что парашишья – это тот, кто, как бы, скажем так, либо покинул учителя, либо является учеником другого учителя, либо, вообще-то говоря, иностранный студент. Ну вот тут не знаю, можно ли, актуально ли было во времена написания этого текста иностранные студенты, я, честно говоря, не знаю. По большому счету мы даже такой смысл можем как бы здесь привести. Но по отношению к Гуру Бхакта мы понимаем, что это тот, кто как бы не постоянный в отношениях с учителем. Ну, то ли он покинул, то ли он просто хочет где-то еще поучиться и так далее. Вот такой интересный смысл. Такой интересный смысл. Надо сказать, что этот смысл вы в переводах не найдете. Там пишут такие какие-то странные вещи, если честно. Ну вот на хинди перевод, он именно такой. Очень, я долго исследовал этот вопрос такой, мне просто интересно стало. Следующий пункт. Сарвада сатьявадин. Ну, а это вообще уже печально, потому что сарвада сатьявадин – это тот, кто всегда говорит правду. Сарвада – это всегда. Сатья – это правда, это истина. А вот вадин – это от глагола вад, который тоже, наверное, известен тем, кто изучал санскрит на начальном уровне даже. Это самый частотный глагол. Это говорить. Поэтому вот такая ситуация. Тут очень недвусмысленно сказано, что только тем, кто говорит правду всегда. Но вот интересно, что противопоставляется этому качеству. Это слово «щадха». А кто такой щадха? Здесь есть три толкования. Во-первых, щадха – это жулик, это мошенник, плут, ну такой вот, ну просто, ну не знаю, ну в прямом смысле, ну жулик. Во-вторых, щадха, кстати, неверный муж тоже называют, такое имеет название, такой термин там есть. Во-вторых, это человек глупый, ну то есть дурак. И еще есть третье значение – это ленивый. И самое забавное, вот в чем прелесть санскрита. Мы
при переводе, конечно же, должны какое-то выбрать значение, но по большому счету, можем понимать это как и все три в одном. Потому что вот все три значения нам как бы говорят определенные смыслы. Но если противопоставить это как оппозицию сарва сатьявадин, то есть сатьявадин, то, конечно, понятно, что щадха – это тот, кто говорит неправду, причем неправду как бы в двух ипостасях. Он говорит неправду, потому что он глуп, и он говорит неправду, потому что он говорит неправду ради выгоды. Ради выгоды. И ведь первая оппозиция Сарвада Сатьявадин, она достаточно жесткая. Ведь когда вы говорите правду в любых ситуациях, это значит, что даже в тех случаях, когда это невыгодно лично или может нанести какой-то ущерб. И на самом деле вот эта тема правды, она очень интересно проявляется в индийской культуре. И это отношение к лжи как недопустимой вещи, оно совершенно, я сейчас совершенно серьезно говорю, оно совершенно отличается от современного мира, коллеги. Я вам напомню такую историю из Махабхараты, маленькую. Дело в том, что там, ну я сейчас, может быть, с какими-то маленькими искажениями, не точно, я не смотрел в тексте. Вот если вы почитаете текст Махабхараты, то там на протяжении всего абсолютно повествования красной нитью проходит идея правдивости персонажей. Вот как это, чтобы, ну, вы знаете, что там происходила битва пандавов с кауравами, и, собственно говоря, основная проблема была убить Дрону, который вот, ну, как бы представлял особую трудность. Без него нельзя было, без убийства Дроны, без его устранения нельзя было победить. И, собственно, но для того, чтобы его победить, надо было его сбить с толку, ну, привести в такое состояние, как бы, скажем так, расстройства полного. И поэтому придумана была уловка некая уловка сообщить, что его сын мертв. И сына его звали Ашватхаман. И, ну, казалось бы, да, с точки современного мира, это же вот, ну что, проблема-то какая? Ну, объявите, да и все. Но, тем не менее, с точки зрения кшатрийской этики, просто так солгать совершенно невозможно. Это, ну, как бы нарушение дхармы очень сильное, очень серьезное. Поэтому Бхима пошел в слоновник и убил слона по имени Ашватхаман. И тогда Юдхиштхира закричал: Ашватхаман мертв. Но даже в этом случае он остановился и продолжил: человек или слон. Но Кришна затрубил в рог, чтобы вторая часть в раковину, вторая часть слов Юдхиштхира была не слышна. Вот на самом деле это очень интересная такая вещь, и действительно она совершенно перпендикулярна современному миру. И вот здесь мы видим эту оппозицию, но это не зря такое как бы... Можно дальше как бы делать выводы какие-то на эту тему. Ну вот такая вот история. Итак, ну давайте последнюю, как бы, кто знает, кто такие настики? Сразу вопрос на засыпку такой. Вопрос на засыпку. Кто такие настики? Поскольку третья позиция у нас есть астика и настика. Вот это очень интересно. Верующий в Бога. Ну, астика, верующий в Бога, видимо. Астика, верующий в Бога. Понимаете, какая ситуация? Тут очень интересный такой вопрос. Да, вот это очень интересная тема. Вот просто на самом деле сейчас вы поймете, почему. Ну вот давайте... Действительно, в современном хинди, например, настика, будет переведено слово атеист. Будет переведено слово атеист. Но в чем проблема? Ну вот представьте себе
вот в современном мире, который мы, скажем так, ведем отчет, ну, скажем, от французской революции, наверное, да, и действительно слово атеист имеет значение полного отрицания веры в какие-то божественные сущности, то есть такого позитивистского, сcientистского отношения к жизни и так далее. Отрицание там какого-то посмертного существования, понятно. Но, коллеги, вот давайте посмотрим, так как бы опустимся немножко по шкале времени, ну, допустим, на 1500–2000 лет назад. И если вы совершите такое ментальное как бы путешествие, то вы поймете, что в целом-то никаких атеистов, вот в строгом значении этого слова, как мы понимаем это сейчас, 1500–2000 лет назад не было. Ну, вернее, они, конечно, были, но это было очень, ну, как бы буквально какие-то, может быть, десятки или сотни маленьких групп интеллектуальной элиты, ну, например, каких-то рафинированных, не знаю, там, философов в Греции. Но в целом совершенно непонятно, как бы, зачем тут это используется, если у вас, в принципе, ну, как бы религиозная практика и вера является такой повседневным аспектом жизни. Повседневным аспектом жизни. Ну, вот в современном мире мы, конечно, можем сказать, что если вы атеист, вот тут вариант, может быть, верующий в единого Бога. Но вопрос-то такой, если мы говорим, это хороший вариант, да, допустим, я с вами могу согласиться. Проблема заключается в том, что сама концепция единого Бога, она, ну, как бы не очень согласуется с индуистской практикой и с вообще явлением индуизма. И в целом, ну, как бы не очень понятно, зачем это, да, то есть, ну, понятно, что, конечно же, такое употребление тоже возможно, да, но это словоупотребление возможно только в очень поздние периоды, когда, скажем так, ну, в том числе было сильное влияние ислама в Индии. Ну что ж, итак, астика и настика – это две оппозиции, очень интересные. Итак, первое. Кого называли настика? Ну, настика это и астика это производные от глагола асти. Асти. То есть, как бы самый точный перевод этого слова настика – это нигилист. Вот это абсолютно точная калька. Нигилист. От ничто, да? То есть настика – это тот, кто связан с несуществованием. Вот, замечательно. К настикам относятся джайнов буддизм и лакаятиков обычно. Ну, могу только, значит, похлопать в ладоши. Действительно. Значит, таким словом настика называли джайнов и буддистов. Джайнов и буддистов. Ну, понятно, что есть философские школы, которые связаны в рамках индуизма, которые, в принципе, тоже называли настика. Но я тут что хочу отметить, что вот в период, в период раннего Средневековья, был очень распространен буддизм в Индии. Это практически была буддийская страна. И было очень большое количество джайнов. И это была достаточно серьезная тема для индийской культуры и традиционной религии. Столкновение с джайнизмом и с буддизмом. И поэтому настика называли, во-первых, буддистов и джайнов, потому что буддизм не поддерживает концепцию индивидуальной души, индивидуального атома, да, как базовую. И второй аспект, который очень важен. Настика называли всех тех, кто отрицает авторитет вед. И в этом смысле буддисты и джайны тоже под эту категорию отлично подходят. То есть тут вопрос даже не веры, например, в божества какие-то. Но вот с точки зрения, есть, конечно, радикальный такой подход. Слово «настика», например, использовал Нагарджуна для того, чтобы буддийский мыслитель Нагарджуна, для того, чтобы классифицировать категорию людей, которые действительно являются прямо атеистами. То есть там были такие философские направления, и которые не верят в существование, например, ну, каких-то
тонких миров, да, с точки зрения, в которых живут там разные персонажи буддизма, бодхисаттвы, там какие-то более тонкие сущности, например, гандхарвы, там, киннары и так далее. То есть они как бы обитатели тонких миров, сансарические божества и так далее. Но на самом деле тут, конечно, имеется в виду, все-таки я бы склонился к тому, что это применено по отношению к буддистам и джайнам. И потому что само это слово, вот его использование, оно достаточно позднее, оно встречается впервые в законах Ману. Ну, по крайней мере, как информация, вот то, что можно найти. И вот эта вот эта оппозиция, она очень интересна тем, употребление в тексте, что по этой шлоке мы, в принципе, можем, ну, сказать некоторые вещи о времени написания этого текста. О времени написания этого текста. То есть, если эта оппозиция была актуальна, а она актуальна была во время расцвета буддизма в Индии, то, конечно же, безусловно, текст Брихат Парашара Хурашастры мы можем, ну, как минимум, нижнюю границу его создания отнести, например, ну, где-то там к VI-V веку или там чуть раньше. Вот такая история. То есть это исследование текста на санскрите, оно чрезвычайно поучительно. И я бы хотел вам сказать, что сейчас мы будем разбирать дальше вопросы, как там существуют переводы и так далее. Но тем не менее, вот такая история. Даже из двух шлок на санскрите, которые посвящены, ну, такой общей теме, можно сделать очень далеко идущие выводы. И вот я хотел привести такой анализ, как пример, каким выводом, каким мыслям можно привести чтение текстов на санскрите. Ну вот, как бы насколько, давайте напишите свои какие-то ощущения, насколько вам было вот это интересно, допустим, насколько вам, мне вообще очень хотелось бы, чтобы у нас был какой-то диалог, понимаете, коллеги, потому что очень важно получать обратную связь и, ну, в таком реальном времени, понимаете, реальном времени. Дело в том, что изучение текстов на санскрите, оно имеет свою специфику. Оно имеет свою специфику. Специфика это заключается в том, что эти тексты в принципе не ориентированы на... Ну вот я вижу, пишут интересно. Это очень хорошо, что я как-то немножко попал. Ну, на самом деле я долго выбирал какой-то набор шлок, чтобы его вам рассказать. Ну, какие-то вот фрагменты. В силу того, что ну, как-то надо, чтобы это касалось очень многих людей, да, которые связаны с Йотиш, и было бы как-то забавно, интересно и поучительно. Вот я считаю, что эти шлоки, они поучительны во многих отношениях, действительно. Они показывают неоднозначность санскритского текста, они показывают, ну, скажем, некоторые выводы в рамках этики, которые мы можем сделать, и какие-то исторические факты, связанные с текстом, и культурологические факты. Ну вот поэтому в двух шлоках мы можем получить такой развернутый, интересный анализ. То есть тексты на санскрите, они в принципе не ориентированы на быстрое чтение. Я еще вам расскажу такую историю. История следующая. Опять-таки в блоге мне пишет человек, а вот вы не могли бы подсказать, есть ли аудиокнига такая по Брихат Парашар Хурашастре, которую я бы мог там включить, ну, во время, там, не знаю, движения в машине, потому что у меня времени это читать совершенно нет. Ну вот, ну понятно, какой ответ тут может быть, понятно, какой ответ. Но, опять-таки, это иллюстрирует современный подход к изучению текстов и изучению традиции. То есть быстрее, на ходу, скорочтение, аудио в машине, как-то быстро просмотреть, быстро как-то пролистать, какой-то сделать конспект и скорее забыть. Этот подход, эта позиция, она в принципе ну, как бы ортогональна к существованию и к практике изучения текстов на санскрите, к сожалению. А может быть, к счастью, я не знаю. Потому что
тексты на санскрите, они были ориентированы на заучивание, на то, чтобы этот текст вы ассимилировали, и он был как внутреннее содержание, постоянно находился с вами. Вы могли медитировать на этот текст, вы могли исследовать этот текст, вы могли искать какие-то параллельные места, параллельные а, какие-то фрагменты в других текстах и так далее. То есть на самом деле, любой текст на санскрите, он как бы направлен на глубокий, детальный, тонкий и тщательный анализ. И в этом смысле это совершенно перпендикулярно той парадигме чтения, которую мы сейчас имеем, которую мы сейчас имеем. Так, ну давайте мы продолжим. Так, у нас... Ну, давайте мы сейчас немножко поговорим о трудностях перевода, да? Коллеги, скажите, кто-нибудь читал тексты, ну, классики астрологической в переводах, в принципе? Вот у вас какое ощущение вообще от этого? Потому что многие тексты, они же переведены даже на русском языке они изданы. Вот какое ощущение у вас от чтения этих текстов, если вы сталкивались с этим? Мне просто очень интересно. А, Что вот, что вот у вас как бы отзывается на эти тексты? Разное, пишут разное. Вопрос по переводам – это очень интересный вопрос. Вот мне сейчас хотелось бы немножко поговорить на эту тему. Но я могу рассказать вам свое ощущение, оно совершенно субъективное, я вам не навязываю. Я вообще переводы не могу читать, особенно на русский язык. Они мне кажутся такими какими-то странными. И вообще, вот вы знаете, мне почему-то, может быть, это какая-то моя субъективная особенность, мне вообще совершенно не заходят тексты по джотиш, написанные на русском языке. Ну, почему-то вообще не заходят. И даже на английском не очень. Вот. Но когда я занимаюсь этими текстами на санскрите, у меня совершенно другое ощущение от этого всего. У меня совершенно появляются другие мысли. И работа с этими текстами, она как бы, ну, действительно продуктивна и реально продвигает. Хотя я понимаю, что разбирать эти тексты можно, ну, в очень медленном режиме и так далее. И сейчас я попытаюсь вам рассказать, почему, собственно говоря, достаточно сложно переводить тексты. Достаточно сложно переводить тексты. Вот я вот выделил вам на слайде, ну просто чтобы было как-то понятно, 4 проблемы с переводом. 4 проблемы с переводом. И я думаю, что вы немножко уже соприкоснувшись с текстами на санскрите, которые мы изучали, начинаете понимать. Вот если бы я вот как перевести тот текст, который я вам рассказал. Вот, коллеги, понимаете, вот, допустим, если бы я написал просто, ну вот что э, там вы можете даже провести такой эксперимент. Найдите перевод на английский язык или на русский язык, посмотрите вот эти шлоки, посмотрите, что там написано. И вы поймете вот ощущение, какое там будет. Итак, первая трудность – это грамматика санскрита. Это объективная трудность, и она заключается в следующем. В европейских языках отсутствуют, ну, в современных европейских, некоторые конструкции, которыми пользуется санскрит, грамматические. И с этим связана следующая трудность. Вы понимаете, что чем дальше у вас расходятся языки, чем дальше у вас расходятся языки грамматически, структурно, тем сложнее сделать перевод. Ну вот я такой приведу пример вам. Например, можно достаточно хорошо, если кто-то читал Паоло Коэльо, да, вот если вы читаете его на португальском и на испанском, это в принципе один и тот же текст будет. Ну, фактически один и тот же текст. Потому что грамматические структуры испанского и португальского, ну, они очень, очень похожи, сходны. Они не идентичны, конечно же, там есть отличия. Но это позволяет переводчику делать перевод на испанский язык с сохранением, ну, фактически всей структуры того, чего хотел сказать автор. Именно в таких конструкциях передать это.
Но чем дальше язык оригинала от языка, на который мы переводим, и чем меньше коррелятов в грамматике, тем сложнее это сделать. И, соответственно, у нас получается уклон в сторону смыслового перевода с изменением структуры текста. Вот это, ну, как бы, ну, такой вот, э, такая вот данность, да? Например, как это выглядит в санскрите? У нас есть такие формы, например, причастие будущего времени, да, ну вот, которые мы изучали. Прадатавьям, да, прадатавьям или деям. На санскрите это одно слово, но мы не можем его трансформировать в одно слово на русском языке никаким образом. Или, допустим, в санскрите используются широко пассивные конструкции. Но в русском языке пассивные конструкции не используются. И какие-то нюансы значений мы вынуждены как бы сминать. Второй аспект. Второй аспект – это синонимия и многозначность. Вот этот аспект мы с вами почувствовали на практике. Когда мы с вами рассматривали слово «шатха», каким словом надо его перевести на русский язык? Если мы скажем, что это мошенник, то мы потеряем какой-то набор смыслов. Если мы скажем, что это глупый человек, то мы потеряем какой-то набор смыслов. Если мы скажем все три характеристики, ну, как бы это будет немножко не соответствовать тому, что говорится. То есть здесь есть игра слов, которая не переводится, не переводится. А вот то же самое с астиками и настиками. Вот что там имелось в виду конкретно, мы не знаем. Там стоит некое такое слово, которое имеет интегральное значение. Фактически, чтобы перевести на русский язык или на английский, там, на какой-то, на любой язык современный, вот этот текст, вам нужно написать к нему обширный комментарий, чтобы этот текст был понятен. И только тогда он может быть, ну, как-то сознанием переработан. А если вы просто читаете вот перевод на русский язык, то возникает такое ощущение, ну, как бы, скажем так, жеванной бумаги. Я не знаю, как это еще рассказать. Четвертый пункт. Санскрит и тексты, даже по специальным дисциплинам, например, по джйотиш, всегда используют поэтические формы. Ну, вернее, есть, конечно, тексты в прозе написаны, есть, но большая часть текстов написана в виде поэтических произведений. И поэзия там заключена не только в метрической форме, что тоже важно, но и в определенной образности, игре слов, каким-то аллитерациям, структуре стиха самого. И когда мы изучаем любой текст на санскрите, вот у нас был осенью, курс по мантрам планетарным, и мы там изучали Наваграха Стотру. И вот Наваграха Стотра, несмотря на то, что текст относительно простой, там нету сложных структур, но поскольку текст поэтический, там очень много таких интересных симметрий, э, как бы аллюзий. Текст очень интересно устроен. И перевести его на русский язык вот таким вот, ну, простым способом совершенно невозможно, потому что это все теряется. То есть представьте, что у вас есть здание какое-то объемное или скульптура, например, и эту скульптуру вы переводите в плоскость, в плоский формат, например, рисунком. И такой же эффект получается от перевода текстов на санскрит. То есть вы как бы объемные структуры превращаете в плоскость. И, наконец, есть еще аспект многоуровневости значений. Я сейчас об этом немножко поговорю. Коллеги, вот насколько понятно то, что я вам рассказываю? Может, какие-то примеры привести? Или так как бы... Я понимаю, что люди, которые немножко изучали санскрит, они... Ну, просто тут есть такие. Так, вот тут комментарий. Я был добавила пункт специфический астрологический тезаурус, который достигается в процессе самой практики астрологии. Замечательно, да, вот об этом я-то буду потом, я поговорю сейчас. Вы забегаете вперед. Про астрологический тезаурус мы поговорим. Мы поговорим, конечно же, да. Мы поговорим. Давайте мы перейдем теперь к многоуровневости значений. Вот что я хотел бы вам рассказать.
Дело в том, что текст на санскрите имеет как минимум 3 уровня значений. И сейчас мы с этим немножко поработаем, разберемся. Первое – это прямое словарное значение. Ну, то есть вот вы идете в словарь, ищете значение и его получаете. Ну, например, разберемся с таким словом. Обычное слово «огонь». Да? На санскрите огонь – это агни. Агни – это огонь. В словаре так и написано. Агни-огонь. Можно найти это значение и его получить. Нормально, да? То есть никаких проблем нет. Вроде бы. Проблемы начинаются тогда, когда вы видите еще 50 слов, которые означают слово «огонь». Вот. И начинается такой вынос мозга. Есть такой словарь, это такая в рамках такого каламбура. Современный словарь синонимов санскрита VI века нашей эры. Называется он Амаракоша. Был такой Амарасингха. Он был буддистом, кстати. И он сочинил словарь синонимов. Он не очень большой. Там на самом деле, я примерно там рассчитывал, я так точно не знаю. Там примерно 14 тысяч слов. Это такие синонимические ряды просто. И он до сих пор заучивают его дети в детстве. Там, ну, как бы, даже есть на YouTube такие чудесные ролики, где там детишки рецитируют Амаракошу. Ну и вот если вы зайдете в Амаракошу и посмотрите на огонь, что идет на огонь, то там будет куча синонимов, у которых одно словарное значение огонь. И когда мы делаем переводы, вот возникает такая же ерунда. Вы переводите все вот это многообразие одним словом. А если говорить про астрологический тезаурус, у нас есть куча, например, слов, которые означают солнце. Ну, Сурья, Рави, например. И так далее по списку. Много-много разных слов. И вот все эти слова переводятся в текстах одинаковым образом. И теперь мы переходим к другому типу значений. Это значение по форме слова. То есть в санскрите у нас очень интересная структура. У нас есть дхату. Дхату – это корень. Это корень. Ну, это не совсем как бы корень, конечно, но в принципе можно перевести его как корень. Это минимальные единицы вместе с приставками и суффиксами, которые являются самым низким уровнем, который имеет значение. Вот эти дхату, их там чуть больше 200, там по разным версиям, где-то 2200, где-то 2400. И из этих корней образуется все многообразие слов санскрита. И что самое интересное, каждый корень, каждый дхату имеет, ну, большая часть имеет глагольное значение, но всегда значение написано. И каждый корень имеет значение. И вот, например, есть два слова, которые означают огонь. Это агни и вагни. Оба эти слова в словаре вы найдете на слово огонь. Но при этом слово агни образовано от корня ак. А ак означает криволинейное движение. Вот такое движение змея, движение змеи. И совершенно понятно, почему называется огонь таким образом. Потому что пламя движется вот таким криволинейным потоком. А есть слово вагни. И слово вагни образовано от корня ваг. От этого же корня образовано существительное вагана, то есть транспортное средство. У каждого божества в индийском пантеоне есть такое понятие вагана. Вот вагана – это кто на чем ездит. Ганеша ездит на мыши. Это вагана Ганеша. Ну и так далее. И вагни – это переносчик, перевозчик. Но в каком смысле? Это переносчик жертв божествам. То есть это очень такой древний смысл, древнее значение. Оно имеет корреляты во всех культурах, ну, которые индоевропейских особенно, ну, например, в греческой. То есть с помощью огня переносили жертвы божествам. И, наконец, третий аспект уровня значений – это связи в корпусе текстов. Связи в корпусе текстов. Это самое сложное для нас, потому что, вообще-то говоря, традиционное образование предполагало серьезную начитанность. Ну вот маленький пример, просто такой простейший. Вот вы видите слово кумара, например, в тексте.
Слово кумара, в принципе, прямой его смысл – это, конечно же, принц или юноша. Есть такое очень имя распространено – Кумар в Индии, Кумар. И местечко такое из Каньякумари, наверное. Каньякумари – это царевна Дева. Может быть, кто-то был, это там находится южная точка Азии, Кейп Комари, самая южная точка азиатского континента. Но если вы читали, например, ту же Новограху, то там слово кумара используют как эпитет Марса. И понятно, что в тексте, вообще-то говоря, может иметься в виду, вот, например, вот это. И таких вот отсылок, таких аллюзий, их огромное количество, и не все нами понимаемы. И как бы они требуют начитанности и требуют расширения контекста. То есть каждый текст, каждый, будь то астрология, будь то эпос и так далее, его недостаточно как бы читать отдельно, а нужно перерабатывать его в контексте всей культуры и его окружения. Вот такая история. Вот такая история. Ну что ж, надеюсь, это как-то понятно. Так, а что у нас дальше? Ага, так, дальше по переводу. Коллеги, ну что ж, давайте мы сделаем небольшой перерыв, как бы отвлечемся от наших исследований. Я хотел бы сказать, что если у вас есть какие-то вопросы по ходу пьесы, или если у вас есть вообще, в принципе, какие-то вопросы или ремарки, вы их можете задавать, не копите их. Я буду отвечать на все вопросы, мне очень интересно было послушать вашу точку зрения. Вот я хотел бы сейчас задать вам вопрос. Насколько вы считаете необходимо для людей, которые занимаются йодиш, обращаться к текстам на языке оригинала, в принципе? Ну вот, ну, какую-то свою точку зрения напишите, можете развернуто, можете просто. Почему я это спрашиваю у вас? На самом деле, сейчас я буду рассказывать о планах, которые есть. И такую ремарку как бы сделал. Вот когда я подготавливал то мероприятие, о котором я буду рассказывать сейчас, это довольно большой период был. И в процессе обсуждения с разными астрологами я выслушал очень много мнений. И вот одно из мнений необходимо в меру возможности, пишут. Обязательно. Вот одно из мнений было следующим, что в принципе тексты учить абсолютно не нужно. Ну, не то, что учить, а вот изучать тексты, которые, классики, абсолютно не нужно, потому что все изложено в книжках на русском языке, ну или можно пойти на краткие курсы. Ну, я немножко так, конечно же, более резко вам формулирую, но смысл был тот же. И, к сожалению, такое мнение есть. Ну, в принципе, наверное, оно имеет право на существование. Я нисколько не буду против него возражать. И какая-то логика в этом есть. Так, в чате пишут текст-связь с учителями традиции. Вот. Но я придерживаюсь противоположной точки зрения. Так, еще у нас есть хотя бы знакомство, чтобы почувствовать разницу в языке и культуре. Ну вот видите, мне на самом деле очень радует, что, по крайней мере, кто-то разделяет мою точку зрения. Моя точка зрения заключается в том, что я считаю, что это абсолютно необходимо. Более того, без этого образование в рамках джиотиш, в принципе, мне кажется невозможным. И по одной простой причине. Ну вот давайте себе зададим вопрос. Когда люди занимались, если мы так говорим о приверженности традиции там, и так далее, у нас очень любят эти разговоры там, и так далее сейчас, не буду развивать эту тему, да, такая любовь какая-то странная, то вот подумайте, вот 1000 лет назад или там 1500 лет назад, или там, не будем более ранние периоды какие-то говорить, конечно же. Я думаю, что ни у кого абсолютно не было мысли, что джиотиш будут изучать не на санскрите. Тут, конечно, надо поставить запятую и маленькую оговорочку. Не все тексты по джиотиш сделаны, написаны на санскрите. Это так, действительно. Вот пример такой, это Лал-Китаб, да, наверное, вам известен этот текст. Лал-Китаб. Есть тамильская литература,
То есть, конечно же, не вся литература написана на санскрите. Но, тем не менее, подавляющее большинство, особенно если мы говорим о базовых трактатах, о фундаментальных исследованиях, текстов по джйотиш – это текст на санскрите. И ни у кого даже в мыслях не было, что кто-то будет как-то заниматься джйотиш, игнорируя вот этот весь корпус. Ну, просто в принципе. Но проблема в том, что у нас действительно есть очень серьезная проблема для людей, которые были интегрированы в традицию. Для них санскрит был более доступный. И опять-таки, если мы говорим о периоде, например, 1500 лет назад, все-таки пракриты были гораздо ближе к санскриту, и это было все-таки проще изучать. Это было проще изучать. Для большинства людей, англоговорящих и русскоговорящих, и там испаноговорящих, санскрит является такой непреодолимой преградой. Непреодолимой преградой. И это действительно сложно, это действительно так. И это создает ту ситуацию, которая у нас сложилась, когда люди, которые изучают астрологию, и самое прискорбное, люди, которые преподают, они не знакомы совершенно с текстами классики на языке оригинала. Вот такая ситуация. Это медицинский факт. Такой вот. Ну, может быть, это важно, может быть, не важно, но тем не менее. И, собственно говоря, теперь я расскажу вам некую идею, некий проект, который планируется в рамках школы Тибет-класс. Этот курс, сейчас я про него буду рассказывать, этот курс, я бы назвал его условно джйотиш в оригинале, он ориентирован на то, чтобы эту проблему снять. Чтобы для тех людей, которые санскрит не знают или знают его на уровне, какого-то начальном уровне базового, осуществить доступ к текстам на языке оригинала. Зачем это нужно, я сейчас немножко еще поговорю, и у нас будет время, мы обсудим этот вопрос и как это возможно. Этот проект, он вынашивался очень долго. Здесь просто есть люди, с которыми мы обсуждали эти темы, и как бы вы знаете, что это не один месяц все было, и даже больше года все это варилось. И в конце концов родилась какая-то концепция, которую я считаю приемлемой и доступной для всех, кто хочет действительно познакомиться с джйотиш в оригинальной форме. Ну вот как еще сказать. Поэтому мы запускаем такой курс. Тут написано модуль 1 под названием «Планеты и знаки». Это действительно, как бы первый такой модуль. Если все пойдет хорошо, если у нас все будет замечательно, то мы, конечно же, будем это продолжать и будем это развивать. Поэтому здесь написано модуль 1. Как это все будет проходить? Цель нашего курса – это освоить концепцию джйотиш так, как они представлены в оригинальных текстах на санскрите. Вот без посредников, без каких-то переводов и так далее. Про переводы я могу очень долго говорить, что там написано. Это вообще очень забавно и курьезно. Чтобы уж так. Кому все это адресовано? Первое, что я хотел бы сказать. Знание санскрита не требуется. Как мы будем выкручиваться, я сейчас вам объясню. Но выкручиваться мы будем. В основном буду выкручиваться я, конечно же. И я считаю, что знание и работа с текстами на санскрите и постижение джйотиш, вот так, как она была, так как эта традиция была изначально передавалась в текстах на санскрите, оно нужно для всех, кто занимается, как-то аффилирован с джйотиш. И прежде всего, конечно, тем людям, которые профессионально занимаются. То есть преподают, консультируют и занимаются практикой в рамках джйотиш любого типа. Но, конечно же, это полезно и для начинающих астрологов, и для тех людей, кто только начал этот путь. Но единственное, что я хотел бы сказать, я никого тут не собираюсь агитировать, становиться джйотиш-астрологом и зарабатывать из любой точки мира от 100 тысяч рублей через 3 месяца. Вот таких курсов, их огромное количество. Понимаете? То есть это не начальный курс по джйотиш, это курс для тех, кто уже как бы определился и решил, что вы действительно занимаетесь этой традицией.
И вот если вы определились и решили, то неважно, на каком уровне, на каком этапе вы находитесь. Или вы занимаетесь уже преподаванием, есть люди, у которых школы, там, ну, как бы, я думаю, что вообще это просто необходимо. Или вы консультируете, или вы только занимаетесь какой-то практикой на начальном этапе, там, учитесь где-то и так далее. То есть в этом смысле у меня нет задачи какой-то сделать еще одну астрологическую школу среди вот огромного количества школ, которые дают базовые знания в рамках ремесленного типа преподавания. Ну, приходите ко мне, я великий астролог, я вас научу читать карты, консультировать клиентов и так далее. То есть моя задача здесь совершенно другая. Моя задача дать вам доступ к реальной традиции. Что это дает и как бы какие возможности это дает. Это вы поймете, я сейчас расскажу об этом немножко. Что мы будем изучать? Что мы будем изучать? Ну, первое. Поскольку тема называется «Планеты и знаки», мы будем изучать 70 шлок из 3 и 4 главы «Брихат Параша Пурашастры». Коллеги, кто из вас знакомился с трактатом вообще, в принципе? Поставьте плюсики. Я думаю, что большинство должно плюсов быть. Ну, вот я вижу плюсы, по крайней мере. Ну, я скажу маленькую ремарку. «Брихат Параша Пурашастры» – это фундаментальный трактат по астрологии, я уже говорил об этом, и он, наверное, всем известен. Здесь есть такой немножко элемент, конечно, пиара современного, потому что там не так все однозначно по поводу Парашеры. Но тем не менее, это очень интересный текст, действительно. Хотя у него есть определенные минусы в том, что он конспективно написан. И вот эти 70 шлок мы полностью с вами разберем. А как мы разберем, я сейчас вам расскажу, не помню. То есть на эти 70 шлок полностью сделан разбор, пословный разбор, два варианта перевода. Один абсолютно дословный перевод, а другой литературный перевод, но близкий к дословному. Эти 70 шлок, выбраны из 3-4 главы, на них по поводу этого разбора будет предоставлен материал, то есть это 70 страниц текста. То есть вот у меня каждая шлока получилась на 4 листа. Понимаете, меньше не получается. С подробным разбором и подробным анализом. И на эти шлоки будут сделаны аудиоуроки, ну и такие небольшие, конечно же, понимаете, да, на каждую, с комментарием, чего же там, так сказать, говорится и как это все понимать. И это будет вам предоставлено, этим вы можете пользоваться и в рамках курса, и потом дальше в процессе будете овладевать этим материалом. Но кроме этого трактата мы будем заниматься как минимум еще четырьмя источниками. Это Брихат Джатака, Бхаля-Дипика, Джатака Париджата и Саравали. Ну, я думаю, тоже вам, кому-то не знакомы эти тексты. В принципе, кто-то... Сейчас я немножко поговорю на эту тему. Я думаю, тоже пишите плюсики, если вам эти тексты, по крайней мере, знакомы в рамках. Это текст астрологической классики. Значит, зачем мы их будем брать и что мы будем делать с ними? Вот текст Параши мы будем разбирать детально, глубоко. И это как бы вы будете делать в рамках самостоятельной практики. А на занятиях мы будем с вами работать с теорией, ну как бы с теорией, что же там написано, собственно говоря, в Парашере по этим темам. Но Парашера недостаточно, потому что этот текст конспективный. Он предполагает, и это вы увидите, когда мы будем изучать, что, в принципе, вы как бы знаете уже на самом деле. Потому что там есть такие моменты, когда просто упоминается тема, и потом все это сходит на нет. Да? Очень кратко, очень кратко. Поэтому для того, чтобы понять материал, мы будем использовать еще тексты вот этих трактатов. Так, сейчас, давайте я следующий слайд. Бриганджатака – это текст 6 века автора Вараха Михира. Это очень известный астролог, такой у него
Еще есть текст под названием «Бригад Самхита», наверное, тоже вы слышали. Довольно интересный. Там в том числе, в числе всего прочего, там есть рассказы о знамениях, немита, там и так далее, всякие гадания по крику ворон, астрономическим явлениям и прочим таким. Ну, такой сборный трактат. Трактат Бхаля-дипика Мантрешвара, 13 век. Джатака Париджата, 15 век. Ну, там есть, конечно. И Саравали, это тоже очень известный источник, Каяна Варма, его автор, 8 века нашей эры. То есть это вот такие тексты. И, соответственно, как мы будем работать? Мы будем работать, у нас будут 5 семинаров по 2 часа, плюс у нас будет, вот то, что я сказал, это работа самостоятельная в рамках разбора шлок, ну, потому что если мы бы с вами занимались на занятиях этим разбором, то мы бы не закончили ни за 5, не знаю, может быть, и за 20 бы не закончили. И, конечно, будет чат в Telegram, где мы сможем это все обсуждать, вы можете задать вопросы и так далее. Что касается плана занятий, у нас будет это организовано следующим образом. Первое занятие – это вводное, потому что, ну, конечно, нужно дать очень много информации по поводу вообще, как устроены эти тексты. Особенно для тех людей, которые не занимались санскритом. А я ориентируюсь на тех, кто придет с нуля полностью, не нужно изучать санскрит. Но вводную информацию вы должны получить, иначе будет непонятно. Ну и, конечно, мы будем обсуждать, как работать с теми текстами шлок, с анализом текста, которые вы получите. Вот это очень важно. Следующие 3 занятия будут у нас посвящены разбору теории. Мы будем детально разбирать содержание этих глав. Значит, в 3 главу входит планетарный символизм. Это качество планет и все, что связано с планетами. Все эти темы мы будем глубоко обсуждать так, как они написаны у Парашары и в трактатах. Я вам скажу сразу, что есть очень большие отличия по трактовке, по теории, по смыслам между, скажем так, переводами, между какими-то пересказами и тем, что написано в оригинальных текстах. Потому что, ну, это отдельная как бы история. Там очень много тем на самом деле. И по большому счету можно было выбрать другой фрагмент на самом деле. Я долго думал о том, что взять, собственно, для такого курса, вот для начала такого курса. И выбор, конечно же, был сделан на ту часть материала, которая связана с базовым символизмом Джьотиш. А это планетарная символика, соответствие планет разнообразным объектам, характеристикам, качество планет и так далее. Несмотря на то, что эта информация такая базовая, которую, ну, как бы, вроде бы, практикующий астролог должен знать, но углубление в нее дает абсолютно новый уровень понимания. Это реально так. Даже вот я, на самом деле, в процессе практики с этими текстами это ощутил. И дает вам совершенно новый уровень понимания всего этого. Также мы будем изучать частично знаки, потому что знаки связаны с планетами. То есть там используется тот же символизм, та же механика. Вот это мы будем изучать, это мы будем там, как бы так сказать, обсуждать все. И, наконец, у нас будет 5-е занятие, которое я хотел бы сделать следующим образом. Это будет у нас такой факультативный семинар, факультативный, сейчас скажу почему, где мы будем вместе с вами разбирать тексты уже не по Рашеру, другие, что-нибудь возьмем из того, что мы будем изучать. И попробуем, ну, какую-то часть вы самостоятельно, может быть, разберете с помощью словаря. Это очень полезное занятие. Какую-то, может быть, по переводам каким-то и так далее. Вот такое мероприятие будет на уровне 5-го занятия. Это сделано для того, чтобы создать какой-то мостик, и если вы будете идти по этому пути, то дальше через какое-то время, конечно, не сразу, вы сможете работать с текстами на языке оригинала. Вот такая идея, такая как бы
такой проект. Мне осталось только рассказать, что у нас это по планам будет 22 марта первое занятие. Также 12 часов по Москве, так же, как этот семинар, ну, здесь же, на этой же платформе. И стоимость мероприятия, если вы хотите 4 занятия, это 5000, а 5 занятий это 6000. Почему мы так разделили? Потому что, ну, кто-то, может быть, вообще радикально не хочет заниматься санскритом, да, вот, ну, может быть, есть такие люди, да, которые, ну, вот вообще нет. Ну, тогда нормально, тогда, в принципе, вы можете на 4 занятия сходить, потому что пятое я хотел бы дать возможность тем людям, которые, ну, чуть глубже изучают, все-таки погрузиться как бы в эти тексты немножко поглубже, немножко поглубже. Я буду там рассказывать по грамматике какие-то сведения, и главное, мы будем вместе разбирать это все. Совместно с вами у нас будет программа. Сегодняшнее занятие, конечно же, в число занятий не входит. Нет, это у нас просто открытый вебинар, он никак не связан. Сегодня мы просто собираемся для обсуждения каких-то абстрактных вопросов. Мы с вами почитали, так немножко поговорили. То есть, коллеги, на самом деле структура, ну, вы понимаете, сегодня обзорное такое занятие, может быть, больше беседа такая, потому что когда мы будем на курсе заниматься, там будет другой совершенно режим, более плотный такой, будет очень много информации, потому что, ну, как-то вот мне не хотелось бы это растягивать, да, я думал, как это сделать. И информации действительно очень много. Даже если просто взять объем 70 слов, 70 слов, то ну, это просто большой объем, даже прочитать вот так вот. Вот такой проект. Такой проект. Ну что ж, коллеги, если есть вопросы какие-то на эту тему, то вы можете их задать. Если вопросов нет, то мы сейчас немножко дальше пойдем еще. Да, если вы хотите присоединиться к курсу, то вам нужно написать заявку на mail школы Тибет-класс. Вы понимаете, наверное, да? И, соответственно, вам пришлют всю информацию, программу курса подробную и так далее. Вот, то есть это у нас такие планы. Такие планы. Ну и еще, давайте уж, я обещал бонус. А бонус у нас будет следующего характера. Те, кто хотят учить санскрит, на самом деле я, конечно же, всем, кто занимается джйотиш, рекомендую это делать. Но тут задача-то ведь не стоит в том, чтобы научиться читать свободно эпос там, или какие-то философские произведения, но хотя бы базовые знания, ну, желательно приобрести. Поэтому у нас есть дистантный курс, он называется «Основа санскрита», он состоит из 36 уроков, это большой объем. И это курс, который рассчитан на самостоятельное занятие с поддержкой преподавателя, естественно. Но таким образом, чтобы вы смогли научиться. Этот курс уже опробован. Ну, в частности, по этой же программе у меня был и онлайн-курс летом прошлого года. И есть люди, которые его прошли, кстати, здесь они присутствуют тоже. Но вот этот курс был переработан так, чтобы можно было заниматься по нему самостоятельно. Ну, все-таки, скажем так, не ходить на онлайн-занятия, не ходить на... То есть это единственный способ сделать какой-то доступный материал, чтобы люди могли прийти и начать что-то делать, начать заниматься. Ну вот вы видите тут характеристики, я даже сам ужасаюсь этим цифрам, потому что я сделал 370 страниц материалов. Это довольно много. Это такая пачка большая бумаги. И 11 часов аудио и видео записано. Я хотел бы только сказать, что это не видео с онлайн-занятий. Это специально было сделано материал для этого курса. И, конечно же, что самое важное, там изучается 10 фрагментов реальных текстов с полным разбором. Ну, вот, скажем так, примерно в таком же ключе, как мы сегодня делали это, но, конечно, более подробно, более детально и с разбором грамматики уже. Эта часть наиболее
такая перспективная, интересная и приятная, потому что ну, мало кто это делает, Конечно же, вы можете найти учебники, сейчас и на русском языке есть учебники по санскриту, но вот анализ текстов – это та вещь, которая передается, ну, что называется, лично. Нигде нет материалов каких-то посвященных тому, как… Так, коллеги, звук пропал. Так, звук, что у вас? Звук есть. Значит, у кого еще звук есть и не пропал? Ну, давайте. Если у вас звук есть, видео нет, перегрузитесь, пожалуйста, тогда. Ну, потому что как-то у кого-то нет, у кого еще есть, нет. Все есть. Ну, тогда я рекомендую, просто знаете, что лучше всего браузер Chrome использовать. У нас были такие вещи, вебинарная комната рекомендует вот, браузер Chrome. Или просто перегрузите вебинарную комнату. Ну, как бы выйдите и войдите. Потому что у меня вроде все работает. И тут... Так. Ну, я на санскрите долго не буду останавливаться, потому что, собственно говоря, бонус заключается в следующем. Если вы пойдете на курс и оплатите до 1 марта, то я каждому обещаю индивидуальный урок 1,5 часа в скайпе, ну, либо очно, если хотите, пожалуйста, приезжайте в Сокольники. Значит, стоимость этого мероприятия 9000 рублей и либо это вариант 12 уроков, ну, помесячно. Значит, если вы хотите пойти на санскрит, то вы тоже пишите заявку в школу Тибет-класс, и вам вышлют сразу же программу курса подробную и первую неделю занятий. Первая неделя занятий предоставляется просто для ознакомления, ну, чтобы вы могли понять, как это устроено. Я думаю, что больше я не буду рассказывать, потому что и так уже у нас много ушло времени на эти вещи. Так, у нас еще… Коллеги, мне давайте вопрос такой, пока я слайды переключаю. Сейчас нормально со звуком и видео? То есть все работает? Поставьте плюсики. Что у нас там происходит? Ну, вроде плюсы есть, поэтому там кто-то перегружается. Так. Ну, давайте мы… поговорим немножко о переводах, потому что вот что я хотел бы сказать по поводу переводов. По переводу текстов под Йотиш. Есть две позиции, ну, такие по отношению к переводам, скажем так. Это позиция западной филологии и позиция индийской филологии. Ну, вот условно так назовем это. Западная переводческая традиция, она предусматривает устранение как бы позиции переводчика. То есть переводчик должен стать таким прозрачным стеклом, через которое читатель видит текст автора. Вот такая как бы идея. И на этой базе основана, ну, вся переводческая традиция и анализ текстов в рамках западной филологии. На самом деле западной филологии, западный подход к лингвистике во многом вызрел из изучения священных текстов Писания в рамках, ну, христианской теологии, герменевтики и вообще анализа. И, как вы понимаете, это привело
к тому, что есть внимание к мельчайшим оттенкам и такой практики тщательного, детального перевода, понимания текста вот буквально в каждой мелочи. Поэтому то, что мы привыкли считать переводом, и то, что мы привыкли называть переводом, это переводы вот именно в таком подходе. И когда мы сталкиваемся с переводами текстов под Джотиш, особенно текстов под Джотиш, я сейчас скажу почему, то мы встречаем совершенно другую позицию на самом деле, и есть аспекты совершенно непонимания, как это все выглядит. Дело в том, что индийские переводчики, они делают свои переводы совершенно не в рамках вот этой позиции чистого стекла, да, которую я вам как бы озвучил. Они делают это в рамках такого перевода комментария. И вот по каким причинам. Дело в том, что в индийской филологии не было такой задачи и идеи изначально делать переводы в принципе на какие-то западные языки, не западные даже языки, а на какие-то другие языки. Основная задача индийского филолога – это понимать писание на санскрите. Это понимать содержание текстов на санскрите так, как они есть. И если западная филология, западная как бы переводческая мысль, она формировалась под влиянием переводов Писания, когда действительно это было важно, потому что текст Библии был создан на тех языках, которые совершенно не были доступны для западного читателя, то есть на иврите и на древнегреческом. Поэтому важно было как бы заострять внимание на этом. То для Индии сама идея вот такого перевода, она немножко как бы является в целом непонятной и чуждой. И это приводит к тому, что вот те тексты переводов, которые мы имеем, они написаны совершенно из другой позиции. Если вы берете перевод, например, Парашеры, начинаете сличать его с текстом оригинала, то возникает очень много вопросов. Ну, в частности, там могут быть какие-то добавления, например, достаточно произвольные с точки зрения западной филологии. Или там могут быть перестройка как бы текста тоже каким-то непонятным образом. Почему это так? Почему это так? И в частности, когда вы читаете вот этот любой индийский перевод, то надо это учитывать. Это так, потому что люди, которые переводили эти тексты на английский, они интегрированы в традицию, они считают себя, и совершенно заслуженно, частью традиции джотиш, частью такого общего мифа джотиш, и поэтому перевод текста понимается как бы его расширение, как дополнение этого смысла, но в рамках передачи его, скажем так, на другой язык. И поэтому позиция вот такого точного скрупулезного перевода, она как бы игнорируется, она как бы не принимается, она не совершенно интегрирована в такую позицию. На это накладывается второй аспект. Дело в том, что тексты по джиотиш переводят, как правило, люди, которые интегрированы в традицию, то есть астрологи известные и так далее. И у нас отсутствуют переводы и критические издания, сделанные вот в западном стиле. В западном стиле в смысле издания в рамках критической филологии. Например, вот таким образом в рамках критических изданий у нас издан эпос, у нас Махабхарата, Рамаяна, у нас изданы тексты Вед, у нас изданы Упанишады. И очень много текстов, базовых текстов традиций, издано достаточно со скрупулезным анализом, это пословным переводом, грамматическими комментариями и так далее. И очень серьезной переводческой работой.
На это работало не один исследователь, это целое как бы так поколение, можно сказать, исследователей делало эту работу. Но Джиотиш и тексты по Джиотиш, они, в общем-то, не попадали в фокус интереса классической индологии. И более того, и сейчас, на самом деле, они не очень интересуют индологов и ну, классического востоковедения. Это прискорбный факт, но это вот это так. То есть у нас нет критических изданий текстов по Джиотиш. У нас есть те тексты, которые, ну, вот, которые есть. Что они из себя представляют? Ну, это достаточно сложный такой вопрос, потому что там не очень понятно, на основании каких источников они изданы и так далее. Ну, то есть это не значит, что это плохо, но это просто значит то, что это не соответствует совершенно стандартам, ну, критических изданий, которые, например, как сделан, например, Эпос. Вот как бы такая история. Коллеги, вот то, что я рассказываю, это понятно, как бы так или не очень. Я просто очень боюсь иногда уйти куда-то в такую филологические студии. Вот. Но это на самом деле понятный факт, как только вы начнете читать переводы. И если ну, мы будем с вами изучать, с теми, кто будет это изучать, вот вы увидите, что достаточно взять текст на санскрите и взять, допустим, английский вариант этого перевода. И вот, вот мы увидим как раз вот это. То, что человек, который его создавал, он создавал его совершенно не с позиции переводчика, как мы понимаем это ну, в нормальной, скажем так, западной традиции. Он создавал этот текст как такой ну, комментатор, по большому счету. И это все относится не только к переводам Джиотиш, но и переводам, вообще-то говоря, всего, которые делают индийские авторы. Ну вот это, ну нельзя сказать, что это плохо, да, нельзя сказать, что это хорошо, но это вот такой факт просто. Его надо учитывать, когда вы читаете какие-нибудь тексты, переведенные там на русский или на английский язык. Но я не буду приводить какие-то такие вопиющие примеры уже, ну, поскольку они, наверное, всем известны. Но действительно вот такая история. Действительно такая история. Я бы мог вам примеры привести какие-то, но, честно говоря, понимаете, вот мне не хочется углубляться в критику переводов, потому что тут надо понимать следующее, что на самом деле очень хорошо, что хоть какие-то тексты и какие-то издания мы имеем. И это, в общем-то, большое благо. Большое благо. Потому что если бы не было этих переводов, то доступность текстов на санскрите была бы еще ниже. Потому что издания, которые с переводами на английский, они, во-первых, там публикуется оригинальный текст, и, конечно, эти переводы служат ну, таким базовым подстрочником, которым можно пользоваться при анализе текста, при какой-то дополнительной поиске дополнительной информации и так далее. Ну и, конечно же, многие эти тексты содержат очень хорошие комментарии по поводу содержания трактатов и так далее. Вот у меня есть, например, издание Джатака Париджатаки. Там вообще прекрасная книга просто, потому что она содержит, кроме всего, еще параллельные места из разных других трактатов. Это просто блестяще. Вот это просто прекрасно, и, конечно же, мы будем этим пользоваться всем. Еще очень печальный аспект, то что на русском языке, когда у нас делают перевод, игнорируется абсолютно 100% санскритский текст оригинала. Даже несмотря на то, что все эти переводы сделаны с тех книг, где присутствует текст на санскрите. Давайте я расскажу еще вот такой аспект, который тоже немножко не понимается иногда. Итак, каким образом вообще возникли те тексты, которые мы сейчас изучаем? Ну вот, скажем так, в рамках... Давайте я расскажу следующим образом. Вот вы идете в книжный магазин, не знаю, там какой-нибудь «Белые облака», там, ну, в Москве известный такой магазин есть, где продаются эзотерические книги. И берете текст, который называется, ну, пример, там, «Бригада Параши Хоршастра». Такой текст вполне можно, наверное, найти. А может нельзя, не знаю.
Этот текст написан на русском языке. На русском языке. И весь вопрос. А вот теперь, какая связь между текстом на русском языке, который вы видите на печатном издании, и каким-то изначальным его источником, изначальным его автором, каким-то истоком, происхождением и так далее. На самом деле эта связь очень неочевидна. Очень неочевидна. По одной простой причине, что, ну вот если, например, вы видите книгу писателя Лукьяненко, то совершенно понятно, как она возникла. Да? Писатель Лукьяненко жив-здоров, и вы можете к нему обратиться, и он, может быть, даже если будет в хорошем настроении, покажет вам черновики. Да? Или как-то расскажет, что этот текст совершенно понятно создавался. И более того, историю создания какого-то текста писателя Лукьяненко, ну, как примера, да, можно найти в сети и прочитать. А также можно посмотреть на договор с издательством, так, ну, теоретически, наверное, и так далее. То есть мы понимаем, что вот есть автор, вот есть текст, который он написал, и тут все понятно. Если мы говорим о каких-то других авторах, которые, ну, например, существовали там 200 лет назад, например, там Пушкин или Жуковский, то тут тоже все понятно. Вот есть рукописи, есть прижизненные издания, есть какие-то свидетельства очевидцев, воспоминания, ну и так далее. То вот, когда мы видим тексты Паджетиш, все это совершенно не очевидно. Да? Мы никакого оригинала не видим, мы никаких воспоминаний очевидцев не видим, никакого договора с издательством мы не видим. Вот весь вопрос, откуда же это все взялось? И почему, собственно говоря, это тот текст, который написал там какой-нибудь Риши 1000 лет назад. Ну и давайте пройдемся так вглубь как бы, веков. Первый печальный факт – это то, что текст, который вы видите на русском языке, это перевод с английского, скорее всего. В 99% случаев это будет именно так. Ну, я хотел бы оставить 1% на какой-то там, на какие-то версии вариации. Далее. По поводу переводов на английский язык мы с вами уже поговорили. То есть, ну, есть вот такие проблемы, есть такие сложности, конечно же. Далее. В этом переводе на английский язык, в этом издании, скорее всего, присутствует текст на санскрите. Присутствует текст на санскрите. Это действительно так. Вопрос, откуда он возник? Вот этот вопрос очень хороший. Потому что источником такого текста, источника перевода является, ну, скорее всего, некое издание, которое сделано в Индии и которое содержит текст, собственно, на санскрите. Таких изданий очень много, поскольку традиция книгопечатания в Индии, ну, такого издания массового санскритских текстов, она насчитывает практически 200 лет. И за 200 лет очень хорошо и много наиздавали. Вот. И это в целом все даже доступно. Даже доступно. Проблема в другом. Проблема в том, что качество материалов, которые доступны, оно очень низкое. И, например, тексты сканов, которые есть ну, санскритскими трактатами, они иногда очень трудно читаются. А иногда есть, конечно, неплохо. Но в целом качество может быть не очень хорошим. И кроме того, качество печати тоже разное. Качество печати тоже разное. Есть фактически нечитаемые какие-то места там и так далее. Особенно то, что издавалось там лет 150 назад. Тогда был набор еще, вы понимаете, такими литерами, а Деванагари сложно набирать, поэтому там своеобразно все очень. Но понятно, что вот эти издания, они не являются прямым источником. Соответственно, где-то за эти издания опираются на что-то. На что они опираются? Опираются они на манускрипты. Что представляют собой манускрипты? Это отдельная страшная история. Потому что манускрипты в Индии, в климате, ну, которые, вы знаете, довольно специфические, есть сезон дождей, они писались на пальмовых листьях, ну, таких на выделанных на как бы специальной бумаге, можно сказать, на основе вот этого пальмового листа. И
они, конечно же, долго не живут. Поэтому манускрипты переписывались. И если мы говорим, например, о тексте, который относится, ну, например, к какому-нибудь VII веку, то этот манускрипт был переписан многократно, потому что, ну, примерно лет там, не знаю, ну, максимум они там 100 лет уже они приходят в негодность. И, конечно же, когда была традиция переписывания манускриптов, не было условий консервации. Сейчас-то находится какая-то часть в хранилищах, в библиотеках, где все-таки поддерживается какой-то специальный режим, чтобы это могло храниться. То есть за период там какой-то несколько сот лет произошла очень большая ротация манускриптов. И поэтому тексты, конечно же, содержат массу ошибок. Иногда, вот я даже видел такие тексты, которые написаны были, вот мы видели с вами текст на Деванагаре, и ну, те, кто знает, как пишется Деванагари, там есть слитное написание. Вот есть манускрипты, где написана каждая буквочка под отдельной палочкой вот этой. Причем переписчик, который занимался производством этого манускрипта, он, похоже, не знал санскрита. То есть он просто механически копировал. Ну, Деванагари он знал, конечно, и знал, как там что пишется. Но смысла он не понимал, поэтому он механически просто копировал этот текст. Вот именно каждую букву под отдельной дантой. Читать такие тексты очень сложно. Очень сложно. Есть тексты, наоборот, где все пишется слитно просто, достаточно мелким почерком. И трудно их разбирать. Кроме того, тексты существуют в разных версиях, в разных редакциях. И, собственно, основная проблема, вот чем связана проблема критических изданий, тем, что вам нужно собрать какое-то количество текстов, чтобы ну, как-то собрать какой-то средний вариант, который соответствует ну, максимальному количеству каких-то версий рукописных. Итак, в процессе переписывания манускриптов могли происходить разные всякие интересные явления. Ну, например, какие-то куски могли вымарываться, конечно же. Это ну, совершенно стопроцентный факт. Какие-то части могли добавляться. Более того, трактаты могли объединяться на самом деле. И многие тексты, которые мы сейчас видим, они, скорее всего, представляют собой такую ну, компиляцию из нескольких источников. Потому что иногда какие-то части могли трактатов теряться, просто ну, приходить в негодность и так далее. Ну, например, вот уж насколько известный текст Йога-сутра Патанджали. И вот по поводу этого текста есть очень интересное исследование. Текст вот вообще разобран уже до костей, да просто до запятых в санскрите не используется, но я бы сказал до запятой. 50 переводов существует с Йога-сутры Патанджали. И одна из точек зрения на происхождение Йога-сутры заключена в том, что это вообще-то два манускрипта, которые собраны, слеплены механически. И филологический анализ там показывает, что есть свидетельство вот такой версии. Поэтому, конечно, это очень сложный вопрос. Что касается объема этих текстов, самое печальное состоит в том, вот у нас какие-то печальные темы такие идут сегодня, что на протяжении, допустим, ближайших 100 лет большей части манускриптов мы лишимся, потому что традиция переписывания текстов в Индии прекращена, она уже не работает примерно с конца 19 века. И те тексты, которые находятся в обороте, скажем так, у населения, они приходят в негодность. И эти тексты, конечно же, ну, могут исчезнуть полностью практически. Ну, кроме того, есть такой факт, что до нас дошло не очень много текстов по джьотиш. Все-таки по сравнению с той литературой, которая была, это ну, где-то там, не знаю, до 10% оценки такие есть. Итак, но какие-то тексты, возможно, существовали в рамках устной передачи.
Это отдельная история, конечно же, сколько там передавалось и как, и какой период. Ну, по крайней мере, мы знаем совершенно четко, что традиция устной передачи была, что она существует до сих пор. Например, тексты вет передаются из устно, хотя уже, конечно, ну, смысла в этом никакого объективного нет, но тем не менее эти школы существуют, даже есть разные видео на эту тему, можно посмотреть, как это происходит действительно. И где-то в конце там существует автор. Вот с автором самый интересный вопрос, потому что у нас есть те тексты, которые имеют авторство подтвержденное. Например, сам автор рассказывает что-то о себе, что-то о себе. Вот те тексты, те трактаты, которые я указывал, они действительно имеют авторов, ну, и где-то даже там есть сноски по поводу того, что там автор о себе говорил, да, как период он жил. Некоторые тексты даже датированы, хотя это не, ну, редко, редко. А есть тексты, которые приписываются разным персонажам мифологического плана. Ну, например, бригад Парашар Хоршастра приписывается Рише Парашаре. Насколько это все соответствует действительности, как бы понять, в общем-то, невозможно. В силу того, что, ну, как бы, ну как, вот традиция приписывает таким образом. Авторство текста нигде у нас не дано. Как-то по косвенным данным понять, кто автор текста, тоже непонятно. Поэтому некоторые тексты, они не имеют автора, либо имеют авторов таких вот, ну, а, из мифологического ряда. Таких достаточно тоже количество текстов есть. Так, коллеги, у нас примерно 10 минут осталось. Давайте мы сделаем следующее. Если у нас есть какие-то вопросы, мы их обсудим и, наверное, будем как-то финишировать. Я, в принципе, вам большую часть рассказал, то, что хотел, но... Ну вот последнее, то, что... Последний слайдик, который у меня есть, да, я об этом уже говорил. Почему нужно изучать джьотиш на санскрите и какие преимущества это дает? Дело в том, что причина очень проста. Символическая система джьотиш, она интегрирована в санскрит. Она сделана на языке оригинала, и она непереводима. Ну вот по этому поводу можно было бы еще много часов рассказывать, как это устроено. Но вот как это устроено, все в деталях, я расскажу на том курсе, который у нас будет. Так, перевод дословный, название бригад Парашара Хора Шастра. Бригад большая, Парашара – это Риши Парашара, Хора – это астрология, а Шастра – это писание. То есть большое писание по астрологии Риши Парашара. Вот такой перевод дословный. Надо сказать, что иногда эти названия, они не очень такие информативные, по большому счету. И они названия, они такие однотипные, да, бригад Джатака, большая книга о рождениях, да, как бы. То есть они примерно все в одинаковом. Хора Ратна, например, астрологическая там, астрологическая драгоценность, Мана Сагари, океан ума. Такие, они не очень информативные. Саравали, например. Сара – это означает компедиум, такое краткое изложение. А Авали – это рождение, источник. Вот такое. То есть краткий компедиум в рождениях. Вот так можно перевести. То есть у них такие не очень специфические там названия у этих трактатов. Хора – происхождение негреческого слова. Но смотрите, это же известная штука. Да, в чате читаю вопрос. Хора – происхождение негреческое этого слова. Ну, понятно, что. Я считаю, что это греческое заимствование, потому что, ну уж тут явно, да, как бы так. Но есть такая санскритская этимология, что это слово э, от слова аган и ратра, да, агоратра. Агоратра – это день и ночь. Агоратра – это день и ночь. Если мы центральную часть из этого агоратра
берем, то получается хора. Ну, понимаете, ну как-то это вот, ну уж так сложно достаточно. Поэтому, ну, вообще, вы понимаете, проблема с заимствованием на санскрите, она довольно такая мутная тематика. Потому что с точки зрения такой традиционной индийской филологии никаких заимствований нет, и все объясняется как бы изнутри санскрита. Но если мы возьмем ну, филологические, лингвистические исследования, просто работы на эту тему, то, конечно, заимствования есть. Э, Ну вот, например, такая штука. Бригаджатаки, там есть такой текстик по поводу синонимов планетарных имен. И Солнце называется Хели. Хели. Ну, это понятно, что Хелиос, Гелиос. То есть вот такое заимствование. Правда, это Хели потом, по-моему, нигде не употребляется. Я что-то его не видел нигде. Но, тем не менее, оно указывается. Ну, это же явное заимствование. Ну, Хели просто, ну, как бы, ну, куда больше. Поэтому хора, это, конечно же, скорее всего, это все-таки греческое заимствование. Дело в том, что с греческими заимствованиями тут достаточно прозрачная вещь. Но в самих текстах по Джиотиш там прямым, так сказать, указаниями говорится, что вот греческие мудрецы считают таким вот образом, да, на эту тему придерживаются такой точки зрения. И дальше идет астрологическое писание. Ну, есть много косвенных всяких свидетельств, конечно, то, что все-таки Джиотиш, ну, в какой-то части был позаимствован у греческих авторов. Ну уж название Явана Джатака и такой персонаж Яванешвара, да, Явана это греки, ионийцы. Яванешвар это такой предводитель ионийцев, владыка ионийцев. Так, ну что, а что у нас осталось? Какие-то еще вопросы есть? Или это все? Так, коллеги, ну давайте тогда мы будем, наверное, финишировать. Так, потому что у нас 2 часа прошло практически. Так, мы сейчас ждем вопросы и... Вот, ну вот как-то мы обсудили какую-то тематику. Конечно, может быть, это было фрагментарно, так неполно. Но дело в том, что сама тема астрологии и санскрита, она такая неисчерпаемая. Здесь огромное количество тематик. Ну, моя задача была сегодня как-то немножко эту тему хотя бы ну, начать как бы с ней работать, начать как бы ее озвучивать. И я считаю, что большое дело, что мы с вами разобрали вот эту шлоку, немножко погрузились в оригинальные тексты и как-то дальше эти темы будут развиваться, я надеюсь. Ну, может быть, на курсе они будут развиваться. Я думаю, что у нас будут еще вебинары открытые по этой тематике, ну, по каким-то, может быть, конкретным темам. Ну и что ж, тогда у нас время закончено, и мы, наверное, будем заканчивать трансляцию. Ну что ж, я всех благодарю за участие. Всех благодарю за участие. И до новых встреч. Приходите на курс, приходите на открытые вебинары и следите за новостями школы Тибет-класс.